в магазинах или по дороге где-то газированные напитки, мы их пьем и не задумываемся, что внутри них содержится. Посмотрите на свое, понаблюдайте за собой, через сколько вам опять захочется попить, если вы выпили немножко газировки. Минут через 5 вы снова захотите попить. Почему? Потому что там содержится большое количество сахара, и этот сахар заставляет вырабатывать поджелудочную железу инсулин. Инсулин поднимается, автоматически снижается сахар в крови, и опять вам хочется пить. То есть этот процесс бесконечно происходит. Это первое, что касается сахара. Иногда, когда говорят, что напитки не содержат сахара, без сахара, они содержат сахарозаменители. Но сахарозаменители еще более небезопасные, чем сам сахар. Потому что они могут, например, аспартам, да, чаще всего там содержится, они могут по некоторым исследованиям даже обладать канцерогенным действием. Газировку, да, мы все с вами знаем, почему она шипит и пенится, потому что туда входит углекислый газ. А это первое. Какие-то красители, подсластители, кислоты, может быть лимонная, янтарная, фосфорная или ортофосфорная кислота. Ну и, соответственно, вода. Но польза только в том, что вы получаете минутное и сиюминутное удовольствие. Больше пользы как таковой нет. Спасибо за вопрос. Ну, смотрите, во-первых, да, надо понять, что это не полезно. Это ситуация со стороны, я говорю, как диетолог. Лучше использовать какие-то, да, наши традиционные напитки. Шаро, аралаш, максы. Да? Или, например, если вы дома, сейчас лето, очень много фруктов, овощей, ягод, пожалуйста, варите компоты, делайте морсы. Это намного полезнее. Вот. И второй момент, как меньше сделать, так, меньше привычку уменьшить. Да? Во-первых, постарайтесь не покупать их. Если вы идете в супермаркет, даже если вы захотели купить газированные напитки, лучше уменьшайте количество емкости. То есть, например, не покупайте 3 литра, 2 литра, а покупайте там 500 миллилитров. Еще можно попробовать разбавить водой или хотя бы пить со льдом. Лед тоже, вода, да, мы получим меньшее количество сахара. Потому что мы чаще всего так, сами приучаем к этому. Мы говорим, давайте я куплю колу или пепси, чипсы. То есть сами родители приучают к неправильному образу жизни изначально деток. И тут важно сказать, что лучше предложить ребенку альтернативу. Например, просто попить воду или попить тот же самый компот. Почему они любят? Потому что это сахар. Потому что там содержится кофеин, который вызывает привыкание, чувство хорошего настроения, эйфории. Но это через какое-то время проходит, через 5 буквально. Не пить газированные напитки, потому что они, во-первых, давайте, если посмотреть так, да, вот попала к вам газировка в рот, например, да, в полость рта. Кислота, которая там содержится, она разрушает эмаль, да, портится цвет зубов. Попала в желудок, получается большая секреция желудочного сока, вы хотите кушать, то есть обязательно после газировки хочется еще и поесть. Это чаще всего тоже нездоровое какое-то питание, да, которое быстро можно перехватить. Соответственно, ухудшается, изменяется вес. И еще происходит выброс большого инсулина, возможно развитие хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, это панкреатит или гастрит, да, когда усиливается выработка соляной кислоты. Угнетается микрофлора кишечника. То есть мы все с вами знаем, что для того, чтобы правильно работала пищеварительная система, нужны бактерии полезные в организме. В норме они у нас содержатся. В нашем организме до 3 кг бактерий. Они способствуют выработке собственных витаминов, способствуют перевариванию пищи, улучшению иммунной системы. Когда мы пьем газированные напитки, мы эту микрофлору подавляем. То есть она нам не будет нормальна. Поэтому обязательно, прежде чем купить и выпить газировку, подумайте о тех последствиях, которые она потом принесет в дальнейшем. Лучше пейте наши национальные традиционные напитки,
который содержит и бактерии, и микроэлементы, и плюс благотворно влияет на иммунитет.